والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Мы продолжаем с вами изучение Китабуль Джами', книги об общих предписаниях. Следующий хадис в этой книге от Абу Саид аль-Худри, рада Аллаху та'аля анху, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Хаслатани ла яджтами'ани фи му'мин, аль-бухлу ва су'уль хулук». Два качества, которые не могут совместиться в верующем, это скупость и плохой нрав. Говорит Ибн Хаджар: ахраджаху Тирмизи. Хадис привел Тирмизи. وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ. В его иснаде, то есть в цепочке передачи, есть слабость. Итак, давайте разберем текст этого хадиса. Сказано хаслатан, два качества, то есть два нравственных качества, которые не могут, как сказано здесь, совместиться в верующем человеке. Первое качество – это аль-бухль, то есть скупость, жадность. Второе качество – это су'уль хулук, то есть плохой нрав человека, плохая нравственность. Что такое аль-бухль, что такое скупость? Скупость – это когда человек отказывается давать то, что он должен дать, будь то имущество, либо помощь своим авторитетам, либо помощь своим деяниям, то есть совершение деяния посредством действия. Если человек отказывается давать то, что он должен дать из имущества, из своего авторитета, из своих действий, то вот это есть аль-бухль. Это есть такое широкое понятие скупости. Конечно, в основном под аль-бухль, под скупостью, под жадностью подразумевается, что отказ человека, нежелание им давать то, что он должен дать из имущества. Но иногда понятие скупость распространяется не только на имущество, но распространяется, как мы с вами сказали, на действия, хорошо, и на что? На авторитет. То есть человек может помочь кому-то своим положением, авторитетом, он жадничает, не делает это, или какими-то своими действиями может это сделать, но он не делает. Например, пророк алейхиссалату вассалам говорит: «Аль-бахиль ман иза зукирту индаху фалям юсалли алейх». Жадный – это кто? Тот, если, при котором я поминаюсь, то есть поминается мое имя, лям юсалли алейх, он не просит для меня благословения. Если поминается пророк алейхиссалату вассалам, и кто-то не произносит саллаллаху алейхи вассалям при этом, не просит у Аллаха благословения для посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, сказано в хадисе: «Аль-бахиль ман иза зукирту индаху лям юсалли алейх». Жадный, скупой человек, который, когда обо мне упоминает при нем, он не просит у Аллаха для меня благословения. Здесь эта жадность, о которой говорит пророк алейхиссалату вассалям. Разве эта жадность связана с имуществом? Нет, эта жадность связана с чем? С действием. Человек жадничает, не хочет сказать саллаллаху алейхи вассалям. Второе качество, о котором здесь сказано, су'уль хулук, плохой нрав. Что такое хулук? Хулук, мы с вами сказали, это внутренний образ человека. Хорошо? Так же, как у человека есть аль-хальк, то есть его внешний образ, у него есть что? Внутренний образ. Вот это называется хулук. Как, например, человек крикливый, он кричит, он отгоняет людей, он плохо относится к ним. Хорошо? И разные другие проявления плохого нрава. Итак, сказано в человеке, что верующим, здесь сказано, не может объединиться вот эти вот два качества, не могут. То есть жадность и второе, плохой нрав. Хорошо? Плохой нрав. О чем идет речь? О чем идет речь? Если есть верующий человек с совершенной верой, с высокими уровнями веры, то не может быть так, что он и жадничает, и еще при этом проявляет дурной нрав.
Хорошо? Потому что человек верующий, с совершенной верой, если у него есть что дать, то он дает. Хорошо? Если он обязан дать, тем более он дает то, что он обязан дать. Если нет у него что дать, верующий человек, тогда как он поступает? Тогда он говорит слово доброе, легкое, слово утешительное. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, Сура Аль-Исра: «Ва-имма туриданна анхум ibtigha'a рахмати мин раббика тарджуха, факуль лахум каулан майсура». А если ты отворачиваешься от них, желая милости твоего Господа, на который ты надеешься, то говори им слово легкое, слово доброе. То есть тебе нечего дать этому человеку, который пришел попросить у тебя. Тебе нечего дать, не из чего. Но, по крайней мере, что? Ты скажи слово ему хорошее. Так поступает верующий человек, который обладает совершенной верой. Например, теперь, чтобы понять это, вот эти два качества, мы сказали, они не могут объединиться в верующем человеке. Верующий человек идеально, если это человек, обладающий что совершенной верой, высокими степенями веры, тогда что? Он, если есть возможность дать, когда приходит к нему и просит, он дает. Если нет, тогда говорит, что? Благое слово. Хорошо? Проявляет вот этот вот хороший нрав. Теперь пример. Есть богатый человек, у которого есть возможность помочь его соседу. Его сосед человек бедный и нуждающийся, действительно нуждающийся человек, и он пришел попросить у него что-то из имущества. Этот богатый человек говорит ему: уходи. Уходи отсюда, нет у меня ничего для тебя. Что объединилось в этом человеке сейчас? Во-первых, жадность. Во-вторых, что? Дурной нрав. Хорошо? Он накричал на этого человека, который пришел попросить у него, этого соседа. Человек, обладающий истинным иманом, истинной верой, не может поступать таким образом. Хорошо? Другой человек, тоже богатый, тоже пришел к нему его бедный сосед попросить у него помощи. Он говорит ему: ты знаешь, я рад тебе дать, но вот сейчас я не могу, сейчас у меня такие вот обстоятельства, я не могу тебе дать. В другой раз как-нибудь я тебе дам. Ты придешь, и я тебе дам в следующий раз. Этот человек, что мы скажем? Этот человек, в нем есть одно из скверных качеств, которое упомянуто в этом хадисе. Это какое качество? Жадность, скупость, присутствует в нем. Но он не отнесся к тому, кто пришел попросить у него что-то, проявив дурной нрав. Нет, он ответил ему как? Вежливо, с уважением, по-доброму. Бахиль, жадный, но нрав у него какой? Хороший. Третий пример. Есть человек, у которого нечего дать. И пришел к нему его сосед и попросил у него что-то. Этот человек сказал ему в ответ: уходи отсюда, ты сам не знаешь, что ли, у меня дети голодные, и так, нечем их кормить, ты еще пришел ко мне здесь просить. И так далее, накричал на него. Что мы скажем? Этот человек, можно ли его упрекнуть за его жадность? Не можем, потому что у него действительно что? Нечем дать. Но что в него присутствует? Какое дурное качество? Плохой нрав. Хорошо? Потому что он не сказал каулян майсура, не сказал слова какие? Добрые, благие, легкие. Этому человеку, который пришел у него попросить. И четвертый случай, который может быть, хорошо, что человек, да, бедный, ему нечего дать. Когда пришел к нему сосед попросить у него что-то, он сказал ему: брат мой, к сожалению, я не могу тебе дать, у меня нет возможности сейчас. Сейчас у меня у самого вот и у детей такая нужда. Вот. Может быть, иншаллах, попроси у кого-то другого, Аллах тебя наделит через кого-то другого. Хорошо, если у меня будет, то, конечно, я обязательно помогу, чем могу. Этот человек, что? Его мы не можем упрекнуть. Не за жадность, не за дурной нрав. Хорошо? Не за плохое отношение. Таким образом, в хадис указано то, что в верующем человеке не могут объединиться вот эти вот два качества. Жадность и плохой нрав. Означает ли это, что человек, в котором совместились эти два качества, он кафир, он неверующий, он не мусульманин? Нет. Речь идет о какой вере здесь? Сказано, верующие в него не могут совместиться два качества. Речь идет о совершенной вере. Да. У обладателей совершенной веры не может быть, что в них объединились вот эти вот два качества. Более того, обладатель совершенной веры даже одно из этих качеств не будет присутствовать у них. Хорошо? То есть, тот, у кого совершенный иман,
не может быть у него жадности, бухаль, хорошо порицаемый, и не может быть у него что плохого нрава. Посмотрите, автор, рахимахуллаху тааля, говорит здесь «Вафи санадихи даф». В его иснаде, то есть в цепочке передачи, есть что? Слабость. Вспомните предыдущий хадис. Предыдущий хадис, который мы изучали с вами на прошлом занятии, в конце его. Хорошо? Там говорит Ибн Хаджар «Би санадин даиф». Со слабым иснадом. Хадис от Ибн Аббаса, да? Со слабым иснадом. То есть однозначно утверждает, что хадис какой? Слабый, имеет слабую цепочку передачи. Здесь как будто бы автор что? Считает, что слабость не такая страшная в этом хадисе. Хорошо? Поэтому он говорит, «Вафи санадихи даф», то есть присутствует в его иснаде как бы некая слабость. То есть по сравнению с тем предшествующим хадисом, этот хадис, он не такой слабый. Хорошо? То есть это легче по своей слабости, чем предыдущий хадис. Как бы то ни было, этот хадис, братья, у него есть подтверждение в других хадисах пророка, алейхиссалату вассалям. Хорошо? Шариат порицает, конечно же, скупость, жадность. И шариат порицает что? Порицает дурной нрав. Есть хадис, который приводится в книге Аль-Иман у шейха Исама ибн Таймия, рахимахуллаху тааля. Имам Аль-Альбани сказал, что этот хадис, он достоверный. Сказано в нем, что сказали пророку, алейхиссалату вассалам, «Маль-иман», что такое вера? И он сказал, «Ас-самахату вас-сабр». Вера – это щедрость и терпение. «Киль фаман афдалюль му'минина имана». А кто лучше из верующих по своей вере? Он сказал, «Ахсанухум хулука». Те из них, которые лучше по своему нраву, благонравные. Видите, этот хадис, он также указывает на что? Что признаком совершенной веры является что? Щедрость у человека, то есть отсутствие бухаль, отсутствие скупости, жадности. И второй признак – это благонравие, то есть то, что противоположно дурному нраву. То есть этот хадис подтверждает тот хадис, который мы сейчас с вами изучаем. Бухаль, жадность, много есть определений того, что такое жадность, что такое скупость. Одно из определений, из лучших определений сказано, это упущение человека в обязательных тратах, когда он обязан содержать семью или содержать родственников, хорошо, или выплачивать закат. Хорошо? Вот это вот упущение человека в обязательных тратах и упущение его в желательных тратах. Садака, милостыня, хорошо, помощь соседям и так далее. Дальше в этом определении сказано, этот человек, он не дает простора своей семье, своим детям. Этот человек, он допускает упущение в добром отношении к соседям, благочестивом отношении к соседям и родственникам близким, и к слабым людям, которые нуждаются в помощи. Вот это общее определение, что такое? Жадный. Хорошо? В обязательных тратах он допускает упущение, в желательных тратах допускает упущение. Семью свою он тоже держит что? Вот в таком скупом режиме. Хорошо? Дальше что? К соседям, к родственникам, к близким, к слабым людям также что? Не проявляет необходимого благочестия путем траты на них имущества. Бухаль, скупость, жадность – это качество, которое порицается в Коране и Сунне. Множество из текстов в шариате, которые порицают это качество. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Аллазина ябхалуна ва я'муруна наса биль бухль». Те, которые жадничают и приказывают людям жадность. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Ва ла яхудду аля та'ами аль-мискин». И не побуждает к чему? К тому, чтобы кормить бедняков. И говорит Аллах Субхану ва Тааля про обитателей ада, что они говорят друг другу. Помимо того, что говорят, «Валям наку нутриму аль-мискин», и мы не кормили бедняков. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Вама бахиля вастагна», а те, которые были жадные и считали себя не нуждающимися. До конца аята. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Вама юка шухха нафси фа улайка хумуль муфлихун».
те, которые обезопасены от скупости своих душ, они есть счастливые. Пророк алейхиссалату вассалям говорит в хадисе от Джабира, который мы с вами изучали: остерегайтесь алчности, жадности, потому что она погубила тех, которые были до вас, толкнув их на кровопролитие. Хорошо? И на то, что они нарушали запреты. Жадность, она порицаема и шариатом, разумом человека. У людей в традиционном понимании жадность считается одним из самых отвратительных, мерзких качеств на самом деле. Человек не тратит то, что он должен тратить. В результате впадает в грех. Жадность лишает человека высокого уровня, достоинств, благородства. Посмотрите. Обрекает на позор человека. На самом деле это его скупость и в этом мире, и в вечном мире. Наоборот, человек, который тратит. Как это приказывает Аллах Субхану ва Тааля? Такой человек заслуживает награды, заслуживает похвалы. Что касается дурного нрава, конечно, сколько хадисов, которые порицают дурной нрав и которые побуждают к хорошему нраву, благонравию, хорошо относиться к окружающим, начиная от твоей жены, от твоей семьи, твоих детей, твоих близких, твоих товарищей вокруг, братьев мусульман, чтобы быть мягким по отношению к ним, проявлять благоразумие, проявлять снисходительность, проявлять сдержанность. Чего так не хватает нам? Проявление сдержанности. Великодушие, прощения, терпения, милости, доброты, сочувствия. Делать все, что от тебя зависит из добра, добрых деяний в отношении твоих братьев, в отношении твоих окружающих. И много хадисов, конечно, которые порицают дурной нрав, так же, как и аятов, и наоборот хвалят хороший нрав. Аллах Субхану ва Тааля обращается к пророку, алейхиссалату вассалям. Аят, устанавливающий, приказывающий это благонравие: хузили афу ва мурбили урф. Относись снисходительно к людям и приказывай одобряемое. Ва а'рид аниль джахили. Отвернись, оставь кого невежд. И говорит Аллах Субхану ва Тааля в Коране: ва ля таставиль хасанату ва ля ас-саййиа. Не сравнится хорошее деяние с дурным деянием. Идфа биллати хия ахсан. Отклони это злодеяние, совершив то, что лучше, в ответ. Аллах Субхану ва Тааля, как это сказано в другом хадисе, Он ненавидит всякий отвратительный нрав и отвратительное слово, и скверное слово. И передано от Аиши, радаллаху та'аля анха, передает Абу Дауд, рахимахуллаху та'аля, она говорит: я слышала, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: инналь му'мин ла юдрику бихусни хулукихи дараджата ас-саими аль-каим. Поистине верующий через благонравие свое, он достигает степени того, кто много постится и много молится по ночам. Аллаху акбар. Это то, что касается данного хадиса.